Всех приветствую! Сегодня решил записать ролик. Вместе с Таней мы выезжаем на каньон, в озеро. Сегодня утро, в Алматы 5 утра. Будем снимать. Сейчас едем в точку сбора группы. Мы заказали именно в одном агрегате в приложении экскурсию. В описании я укажу, что за группа. Ранний выезд, в пути 3 часа, потом по программе некоторый участок на УАЗике будем проезжать. Еще погода у нас сегодня обещает дождь. Будет интересно. Все, ладно. Ждем машину, такси и дальше едем. Приехали на заправку, полпути проехали до первой остановки. Сейчас вот наша машина Хайс 87. Сколько здесь посадочных? Пойдем. От нас Лунный каньон, дальше Шарнский каньон, Долина замка, так дальше едем. Где-то длина 400 километров каньона. Вот впереди нас вот этот горы, за горы уже Искуль, Киргизия. Мы сейчас направо едем в сторону озера Кольцай. Вот, наконец-то у нас первая остановка. Мы находимся на Чарынском каньоне. Внизу река Чарын. Берега каньона, они достигают, глубина 100-130 метров. Сам каньон, он длинный. Позади нас граница с Кыргызстаном, озеро Иссык-Куль. После первой остановки мы дальше поедем в озеро. Там есть у нас самовар, чай. И сами виды, они глобальные. Порода черная, это. Я укажу некоторые информацию об этой породе. Сейчас находимся в ауле. Вот у нас адрес. Сейчас мы пересаживаемся на УАЗике с Хаси и поднимаемся наверх. Это гостевые дома. Здесь можно заночевать. Такие у нас топчаны. Потому что холодно или просто? Да. Вот, смотрите, какая здесь красота. Гостевой домик. Мельница работает. Тут шашлычки. Тут ручеек идет уже. Люля-кебаб, да? Да. О, вкусно пахнет.
Ну, здесь вообще только на туризме бизнес. Тут я вижу, есть колодец. Закрытый. Сейчас же. Да, судя по всему, закрытый. Да. Они цепи прикрепленные. Для антуража, наверное. Там есть. Наверное, поможешь под лето. Ну вот, вот есть дальше. А, ну да, вот. Вижу. Ну, вот идет дальше. У нас-то на севере такого нету. Ущелья закрылись, вот, горы закрыли, и вверху река был, и появилось озеро. Там утопили лес. От леса уже там внутри торчат елка, не береза, елка. Да. Каждый год падает вот это все елки. Сейчас мало остались. Если заметите, вот здесь березы и роща здесь много. Поэтому назвали здесь Кайынды. Так это озеро сейчас Кайынды будет? А? Сейчас Кайынды будет озеро? Да, это озеро Кайынды. Вторая пересадка уже. Пересадка тоже на УАЗике. Вот. С шашкой такси. Сюда же, да? Сюда, да? Вся группа. Конкретно. Вообще мы на максимум. Да, просто здесь бы вот эти штучки. Таких фотографий в чате не было. Где-то через 3-4 минуты мы уже приехали на локацию. Вот он уже обратно поехал забирать других туристов. Вот такие у нас виды. Вот получается мы спустились, идем, большой спуск, и идет вот эта тропинка и вот само озеро. Что я могу заметить, везде есть туалеты, инфраструктура. Вон там даже кафешка есть. Ну, главное наличка. Здесь не ловит. Ага. И мы идем. И мы пришли.
Баулана кесатын да хая землетрясение было. Хая кигана хайдут. Вот после После землетрясения. А здесь сначала была гора. И после землетрясения она развалилась на две равные части. Не равные. Равные. Вот он эти его. Ну, остались только вот эти хвойные деревья. Да. Так, мы еще спускаемся еще ниже. Сейчас поближе я вам покажу озеро. Вау, смотрите, какая здесь красота. Вот люди снимаются здесь. Угу. Тут 300. А, вот. Так, мы идем по тропе. Сейчас будем переходить речку. Опа. Вот. Казахская порода. Вот так поднялись по тропе, уходим. Идем дальше до машины. Почему до машины, да? До трассы. Вот такие виды. Спускаемся вниз, кто-то идет вверх. Мы на спуске. Так, у нас точка Б, вон там вот, где стоят машины. Сегодня погода комфортная для трекинга. Переменная облачность есть. Ну, прохладно, комфортно, чтобы так просто прогуляться. Кто хочет более лайтово выйти наверх, можно арендовать вот таких лошадей, 4000 тенге. И наверх и вниз спокойно. Мы, когда вот были на Арарате, у нас заброшка была тоже на лошадях. Вещи сами шли за ними. Ну, некоторые, кто хотел, садился. Это было очень удобно. Вот, серия про Арарат я здесь укажу. Кому интересно, посмотрите. Ссылочка будет. Идем по тропе. Вот здесь мы видим мяту, да, вот некоторые. Вот это мята же, да? Фиолетовая? А, вот, смотрите. Там, еще... где, может, почище будет. Я представлял его побольше, но это другой сорт, кажется. Идем пешком, приходим.
Вот смотрите, как быстро переменчива погода. Вот пришли облака. Вот я хочу показать стойбище пастухов. Ну, никак не пастух. Ребят, кто вот коневоды. Вот они здесь отдыхают. Вот смотрите. Здесь очень много лошадей. Плюс-минус 100 лошадей есть, наверное, которые задействованы на каждый день. Девчонка тоже. Вот. Эта сторона. Такая парковка, здесь можно покушать, а мы сейчас сядем в УАЗик и поедем обратно. Такой автобус давно я не видел.